Если по отдаленным районам ситуация по капремонту многоквартирок практически завершена в полном объеме, то в крупных городах региона, в Мирном, Нерюнгри и Якутске, куда, впрочем, входит львиная доля всех домов, ситуация сложилась напряженная. Пандемия внесла коррективы в работу подрядных организаций, в связи с чем не удалось завершить полный объем запланированных работ. Какая-то часть будет перекинута на будущий год. И граждане отказывают в допуске в квартиры, в чем тоже совершенно правы. И были случаи, когда и представители, работники у подрядных организаций сами переболели ковидом. В доме по улице Ярославского, 39, 3 недели назад завершены работы по замене общедомового оборудования. Между тем, замена стояков водоснабжения перенесена на будущий год. Подрядчик разыгран, он определен, он просто вернется и закончит свой объем работы. Нам поменяли балкон, затем в подъезде поменяли трубы и на чердак, крышу сделали. Поэтому вполне ремонт удался, мне кажется, довольны, да. Жильцы дома по улице Дзержинского, 22 и 22/1 в Якутске напротив имеют нарекания к своему подрядчику. Есть замечания по витражам, отсутствию водоотводов над новыми лестничными козырьками и многое другое. То есть обшили торцы крыши, а водоотливов нету. И теперь после дождя у нас вся вода остается перед дверями. Будет заморозки, это будет очень хороший каток. Эти два дома 1974 года постройки, по словам старожилов, с тех пор здесь ни разу не производились работы по замене системы отопления. Фонд капремонта перенес эти работы на 2024 год, и жильцы боятся, что старые трубы просто не выдержат. Между тем, в этом году под эти работы попало 20 домов столицы, и 6 из них перекинуто на следующий год. Под домом у нас все гнилые трубы, у нас каждый год все течет. Сантехники уже к весне ползком залазят под дом, потому что все намерзает. По словам подрядной организации, оказание строительных услуг производится только по проекту. Далее идет 5-летний срок гарантийных работ, в течение которого должны устраняться все недочеты. Здесь главное, чтобы не обанкротился подрядчик, а в противном случае придется ждать очереди в самом фонде капремонта. Какие-то есть замечания у жильцов, они должны были внести изменения в проект, протокольно все это принять. А без указанного протокола мы не можем отходить от проекта. Поэтому все работы выполняются с проектом и принимаются также. Между тем, здесь до сих пор не завершены работы по водоснабжению. Фонд держит на постоянном контроле выполнение работ подрядными организациями. Все работы, связанные с запуском тепла, должны быть завершены до начала отопительного сезона. За нарушение сроков предпринимаются соответствующие меры, в том числе и применение штрафных санкций. Отдельная работа ведется с населением по уплате взносов. На сегодняшний день примерно 18% физлиц имеют задолженность. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.